8 мая 80 лет исполнилось бы Юрию Николаевичу Воронову, историку, археологу, политику. Воронов был убит 11 сентября 1995 года. Но страна помнит его заслуги перед Отечеством и чтит память борца за государственность Абхазии. Как вспоминает его друг и соратник по археологии Олег Бгашба, Юрий Воронов называл себя апсилом по духу. С ним можно в одном окопе было сидеть, потому что экспедиция – это сложная вещь. И я благодарен Богу, что Он подарил мне. А так это, конечно, выдающийся археолог-кавказовед, стоял в авангарде и защищал нашу идентичность, аборигенность. И считал себя, я об этом хочу сегодня сказать, он считал себя апсилом по духу. По словам Олега Бгашба, Юрий Воронов был необычайно трудоспособным человеком. В этом во многом и заключалась его гениальность. Он всегда делал чуть-чуть больше, чем предполагалось. Мы общались тогда с Юрием Николаевичем в течение 10 сезонов. Примерно по 3-4 месяца. Это вот самые светлые минуты, годы моей жизни. Это примерно начиналось так. Экспедиция где-то в районе июнь, июль, август. Сентябрь, обработка. Мы сперва мыли всю эту керамику, которой было около десятки тысяч. Потом сортировали, записывали. Вот. А потом самое интересное начиналось реставрация. У нас своего реставратора не было, склеивание. 12 часов он говорит: Алик, я вижу, ты устал, ты ложись спать ночью, а я еще полчасика поработал. Я еще так пока засыпал, он еще до часу ночи работал. Без этого он бы не стал таким большим археологом. В Абхазском государственном музее огромная экспозиция находок Юрия Воронова. Кое-что выставлено, но многое находится в запасниках. По словам директора музея Аркадия Джопо, когда-нибудь, если будет организована персональная выставка археологических находок Воронова, то самые ценные экспонаты увидят свет. Помимо керамики, там он сдавал разные ценные вещи, золотые, значит, украшения, там разные боевые оружия там и тому подобное. Они все находятся в фондах, но не все это мы выставляем. Главное, вот это самые экспозиционные залы, поэтому если когда-нибудь будем делать отдельную экспозицию, посвященную Юрию Николаевичу, скажем, да, для особо ценных вещей, тогда, конечно, мы можем показать всем и выставить только так. Наследие Воронова – это тысячи археологических находок и десятки монографий. Первую свою коллекцию он передал музею в 13 лет. Воронов считается первооткрывателем цибельдинской археологической культуры. Однако политический вклад в историю Абхазии Воронова не менее впечатляющий. Он стоял у истоков национально-освободительного движения, принимал участие в информационной войне и прорыве гуманитарной блокады Абхазии. Буквально первые же дни начала войны Юрию Николаевичу было предложено решением Верховного Совета, чтобы он выехал в Москву. Вы знаете, что была объявлена не только экономическая блокада, но самое главное, это была информационная блокада. Мы фактически находились в такой ситуации, когда никто не знал за пределами Абхазии, что здесь происходит. И это все преподносилось как будто перемещение войск, возможности грузинской пропаганды, и особенно во главе с Шеварднадзе, она влияла так настолько сильно на средства массовой информации Запада и, к сожалению, и огромного количества российской журналисты и политики. Нужен был такая мощная фигура, как Юрий Николаевич, с его авторитетом, с его знанием истории Абхазии, чтобы он именно был во главе этой борьбы. И он с этим справлялся отлично. Он ездил по всем регионам России: Москва, Петербург, Северный Кавказ, выезжал за границу. Он преподносил положение гражданского населения, особенно в оккупированной столице, в Сухуми, что творили они с людьми, с гражданским населением, убивали людей, грабили, сжигали музеи,
Говорил он очень много о блокадном Арчал, о сбитом вертолете, о той трагедии. В общем, это огромная его заслуга, что именно мир узнал, что здесь происходит. Вот с этого все и началось. Потом тихо-тихо пошли уже какие-то журналисты, начали появляться. Он встречался очень много с международными политиками уровня представителей всяких евроструктур, Объединенной Нации. Все это вспоминали в ходе митинга, который провели у могилы Юрия Николаевича Воронова в честь его 80-летнего юбилея. Школьники читали стихи, власти республики возложили цветы у постамента. Вице-президент Абхазии Бадра Гумба выступил с речью. Марьяна Котова, Торник Амичба, Абаза ТВ.